Добрый день. Мне отведено 5 минут, я постараюсь не выходить из этого регламента. И начну и закончу одним единственным примером. 13 мая в Астане приговорен к 1 году ограничения свободы профессор, председатель Народного антикоррупционного комитета Мусагалий Дуамбеков. Он защищал простого водителя, его права в суде против его работодателей обратились в суд, вот теперь он у нас судимый. Но это далеко не все, потому что 26 мая начался другой суд. И Мусагалия Дуамбекова уже обвиняют в клевете на судью в составе организованной преступной группы. Организованная преступная группа – это сам Мусагалий и журналист Валерий Сурганов. Этот процесс еще только идет. Статья предполагает лишение свободы до 4 лет. Суть конфликта такова, что они защищали изнасилованную девушку, требовали, чтобы преступники были наказаны по справедливости. Вот теперь такие последствия. Это все позволяет наше законодательство о свободе выражения. Конституция у нас одно, а свод законов немножко, так скажем в кавычках, немножко другой. Новшество, которое, наверное, далеко не все, может быть, еще знают, но которое коснется каждого. В Уголовный кодекс действующий и в проект Уголовного кодекса у нас введена статья «Распространение заведомо ложной информации». И она предусматривает наказание больше, чем за убийство, до 10 лет лишения свободы. Ложная информация – это все, что мы сообщаем, как факты, так и оценки и мнения. Первый заместитель генерального прокурора господин Меркель, который страшно отстаивает эту норму, говорит, что мнения и прогнозы экспертов не попадают под уголовную статью о слухах. Ну, мы знаем, что и клевета тоже не заведомо ложные сведения не попадают, однако судебная практика совсем другая. А перспективы у нас таковы, что есть проект Гражданского процессуального кодекса, и его разработчики из Верховного суда предлагают такую норму. Не допускается в любой форме публичное опровержение правовых выводов суда, изложенных во вступившем в законную силу судебном акте, пока такой акт, установленный в настоящем кодексе порядке, не будет отменен или изменен. То есть нас хотят лишить права вообще оценивать наше правосудие, конкретные судебные дела, статистику, аналитику и так далее. То есть свобода слова у нас превращается просто в символ, который зафиксирован в Конституции. Я могла бы много приводить еще подобных примеров и статистику, но понимаю, что всем надо выступить, у всех очень серьезные и проблемы, и предложения. Что касается рекомендаций, я сразу к ним перейду. Я надеюсь, что в рекомендациях сегодняшнего собрания они будут как-то отражены. Привести законодательство о свободе выражения в соответствии с международными демократическими принципами. Свобода слова – это не здравоохранение, не сельское хозяйство. Не надо много лет, чтобы его возрождать, поднимать. Здесь достаточно политического решения. И не надо искать каких-то новых путей. У нас есть международный пакт о гражданских и политических правах. Казахстан его ратифицировал. Нас никто не обязывал. Мы пошли на это добровольно и охотно, как государство. Мы обязаны выполнять его нормы. Эта норма о свободе выражения, она очень хорошо расписана в этом пакте. Кроме того, мы предлагаем законодательно запретить создание и функционирование государственных СМИ. А вы прекрасно знаете, почему у нас практически нет свободы выражения, почему на этом собрании не 2-3 сотни журналистов, а, может быть, там, максимум 1-2 десятка. Потому что государственная поддержка СМИ касается только государственных изданий и проправительственных. Это огромные миллиарды, которые тратятся на пропаганду действий власти. Как у нас власть замечательно нами руководит, обеспечивает нам счастливое настоящее. Переориентировать
государственную поддержку средств массовой информации с пропагандой деятельности власти на укрепление принципа плюрализма и разнообразия. Вот это основное, что я хотела сказать. Спасибо.